Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Сегодня, значит, у нас первая лекция. Естественно, лекции буду читать на русском языке по просьбам многих знакомых, читателей и так далее, да? Потому что не хватает вот на русском языке. И поэтому сегодняшняя лекция, она, наверное, будет посвящена самых таких вот простых вещей. Начнем с вопросов молодежи, то есть ценности и приоритеты современной молодежи. Почему именно этот вопрос? В первую очередь я хочу сказать о том, что сегодня в нашей ситуации те процессы, которые происходят сегодня в обществе, они, естественно, касаются напрямую, я бы сказал, вопросов нравственности, вопросов духовного, интеллектуального развития, уровня культуры и образования, в первую очередь среди молодежи. Потому что вот если смотреть статистику, в целом мировую статистику, то в основном весь исламский мир, мусульманский мир сегодня переживает, что называется, молодежный бум. Что это означает? Это означает, что во многих мусульманских странах население в основном до 60% составляет в основном возраст от 30 и выше и ниже лет, да? До 30 лет. Очень большое население, в основном это молодежь сегодня. И поэтому это очень важно, потому что если мы говорим о будущем вообще ислама, о будущем развитии наших стран, то мы, естественно, должны думать о сегодняшней молодежи. В что верит наша молодежь? Какие у них ценностные ориентиры? Потому что завтра молодежь естественным путем будет приходить во все сферы жизни, да? Включая политическую, экономическую, культурную жизнь. И поэтому молодежь это очень важно сегодня. То есть, если посмотреть вот даже в Кыргызстане, то на 2009 год по переписи населения из всего населения было 2 миллиона 487 тысяч человек. Это означает, 48% населения Кыргызстана составляла молодежь. Сегодняшняя перепись говорит намного раз больше, потому что в основном, вы знаете, молодежь составляет, можно сказать, основную часть населения сегодняшнего. Это и уровень рождаемости, да, и вопросы внутренней, внешней миграции в целом. То есть будущее за молодежью. И поэтому мы начнем с того, что современная вот сегодняшняя ситуация в обществе, она показывает, что самосознание, да, нашей молодежи, особенно мусульманской молодежи, а именно ее образованность, ее культура, духовный, я бы сказал, мир, моральные ценности, все это влияет вообще на поведение, на поступки, влияет на правильный выбор вообще в жизни, да, на приоритеты, что мы называем. И это очень важный вопрос, потому что если молодой человек, допустим, искренне верит в Аллаха Субхану ва Тааля, если он чист душой, порядочен, культурен, еще вдобавок к этому образован интеллектуально, да, вот, то есть это есть, можно сказать, основа, стержень самого ислама. На чем держится ислам, если абстрактно смотреть? Ислам представлен не только книгами, Кораном, Сунной, хадисами, фикхом. Нет. Ислам вживую практикует живой человек. Если общество мусульманское, оно правильно понимает Коран, Сунну, фикх, да, допустим, вероучение ислама, и делает соответственные правильные поступки в соответствии с духом ислама, то эта умма будет примером, образцом для поведения. Потому что ислам – это не только абстрактное что-то. Ислам конкретно – это есть отражение практики конкретного человека, каждого из вас. Вот каждый из вас читает намаз сегодня. Правильно? То есть вы себя причисляете к исламу. Альхамдулилля. И по вам, не по книгам, а по вам судят об исламе, простое население. От вашего поведения, от вашего разговора, от ваших поступков на самом деле. То есть я хочу сказать, и большую роль здесь играет также большую ответственность
играют алымдар, улемы ислама. Потому что они есть, согласно хадису, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-уляма варасатуль анбия». Ученые ислама есть наследники пророков. В каких случаях? Не в том, что они знают, нет. Не только это. Может любой человек выучить наизусть Коран, допустим. Нет. А самое главное в том, что они играют роль. Они находятся как бы на месте и делают то, что делает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призыв. И они показывают, практикуют ислам, потому что на них смотрят, на ученых, и учатся другие все мусульмане. Об исламе судят согласно поведению мусульман и согласно поведению ученых. Поэтому мы начнем с того, с молодежи, но постепенно мы будем уходить вглубь. Чтобы понять саму суть цели ислама, цели шариата, необходимо начать с простого и потихоньку уходить в сложность, понимание глубины, я бы сказал, да, правила шариата, ислама, фикха. Потому что это очень сегодня важно. К сожалению, мы все, да, практикуем ислам, альхамдулилля, читаем намаз, держим розу, да, но численность большая, но качество, мы говорим о качестве сегодня. Потому что если то общество, где есть реальный ислам и мусульмане, то в этом обществе должно быть как результат мир, стабильность, процветание, доброжелательность и самое главное безопасность. Сегодня мы видим, допустим, то, что выходя на улицы, мы не чувствуем свою безопасность. Мы не чувствуем безопасность от рядом своего соседа, который даже читает намаз. Мы не чувствуем безопасность своих денег, когда мы покупаем и продаем. Мы не доверяем. Даже человек, который вроде практикует ислам, мы боимся. Каждый из нас. Мы перепроверяем, потому что есть случаи определенные. Мы боимся за своих детей ночью выпускать на улицы, отдавать в садик, отпускать одних в школу. Мы боимся выходить после шам или намаза на улицу одни. Мы закрываем свои двери на замок, мы ставим решетки, мы ставим видеокамеры. Понимаете, в чем дело? И теперь я для сравнения сейчас покажу общество. Общество во время 4 праведных халифов и во время пророка Мухаммада до этого. То есть где в обществе люди уходили на намаз и оставляли все золото и так далее, принадлежности, возвращались, и все было спокойным и целым. Где друг другу доверяли, и не было обмана. Теперь тут же мы перенесемся в общество, казалось бы, неверующих, коммунистическое, атеизма, общество атеизма, времена Советского Союза, послевоенные годы. Не поздно, а вот послевоенные годы сразу. Когда наши Чонаталар нам рассказывали, что в домах не было замков. В чем проблема? Проблема не в законах. Проблема в самом человеке, человеческий фактор. Как он понимает простые вещи, как он это практикует, как он живет ли этими вещами или нет. Потому что мы читаем намаз, но выходя из мечети, попадая на базар, в другие какие-то сферы, мы сразу меняем свое поведение. Мы становимся совсем другими. Мы не живем по тем принципам, по которым учит нас Коран и Сунна. И поэтому я хотел бы именно говорить о молодежи сегодня. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ла югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим». Поистине Аллах не изменит ваше общество, пока общество не начнет само изменять себя. Не надо ждать чуда, что придет Спаситель, или придет какие-то алымы, или что-то изменится само по себе. Никогда само по себе не изменяется. Изменяется сам человек, и этот человек изменяет свою жизнь и изменяет все окружение. Поэтому человеческий фактор очень важен. Во что мы верим и что мы понимаем под понятием счастья.
Давайте начнем с самого простого, с человеческого. Каждый человек, когда рождается, он рождается на своей фитре, то есть рождается мусульманином, верующим. И согласно хадису, пока родители не сделают из него того или иного, принадлежащего к той или иной общине, да? Природно, или, как сказать, генетически, Аллах Субхану ва Тааля вложил в нас, каждого человека, стремление к счастью, к благу. Каждый хочет для себя блага. Каждый хочет спастись, хочет жить вечно, хочет иметь определенное состояние, иметь крышу над головой, иметь детей, счастливую семью, жену, чтобы у него родители были здоровые, чтобы он был в мире, во благе. Поэтому все наши дуа, обычно, если заметили, посвящены также, помимо ахира, посвящены дуне. Правильно? Это нормально абсолютно, потому что так создан человек. Когда мы говорим о нафсе, нафс, то есть это животное начало или эго человека, да, иногда говорят, то мы боремся с нафсом, но это не значит, что надо убить нафс. Нафс нельзя убивать, его невозможно убить, потому что это ваша часть, и вас так создал Аллах. Из двух частей человек создан. Из нафса, животного начала, или туда входит понятие инстинкты. Инстинкты, они есть у каждого животного и у нас. И также создан человек из высшего. Это вечная душа. Когда человек умирает, остается вечная душа. Тело возвращается в землю. Но вот эта вечная душа, у этой вечной души есть вечные желания. Это любовь, вечная любовь. Мы любим вечность. Мы хотим быть вечными. Мы хотим попасть в рай. И человек любит вечность. Из этих двух начал, животное и вечное, высшее, можно сказать, небо, небеса и земля, состоит человек, и он проходит испытания в этой жизни, насколько он сможет контролировать свой нафс. И поэтому сказано в хадисе, где Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если человек поклоняется единому Аллаху Субхану ва Тааля, если он держит нафс, контролирует, то он выше, чем ангелы, потому что ангелы, они созданы чистыми из нура, и у них нету нафса. Они только исполняют повелевания Всевышнего Аллаха. У них нету, я бы сказал сомнений, да, или, как бы сказать, стремления к совершению греху, да? У человека это есть. Но если человек не контролирует свой нафс, животное, понимаете, что это означает? Когда человек полностью предается своим страстям, грехам, то пророк наш, саллаллаху алейхи, сказал, то он ниже падает, чем животные, потому что животные не имеют разума. И поэтому нафс, с одной стороны, когда мы с ним боремся, это не значит, что его надо убить полностью, что это враг. Нафс, он нужен для продолжения рода. Если не будет нафса, не будет стремления продолжить род. Если не будет нафса, не будет конкуренции, состязательности. Другое дело, что нафс необходимо контролировать разумом. А на разум влияет ваш иман, ваша совесть. И вот если мы посмотрим на такой простой вопрос, что такое счастье? Этим вопросом задавались все философы. Начиная с древних времен, греческие философы, заканчивая вопросами современные философы современности. И также на этот вопрос, этим вопросом, отвечает на этот вопрос религия. Но если мы посмотрим вообще, что такое счастье, многие молодые люди сегодня, они по-разному понимают, конечно, счастье. Простое человеческое счастье. Чтобы быть счастливым в этой жизни, да, мы говорим. Большая основная масса. Вся молодежь в основном понятие счастья привязывает в основном с желаниями своего «я», да, своего понятия «я».
Именно здесь вот происходит такая вот подмена, сразу здесь же начинается подмена высоких ценностей, да, или основной высокой цели в жизни на получение определенных, например, благ, наслаждения уже в хаяту дунья, в мирской жизни. Вот. То есть это погоня за имиджем, за карьерой, за деньгами и так далее. Я просто приведу такие данные. Согласно современным исследованиям среди молодежи разных стран, кстати, разных стран, разных культур, разных религий даже, да, вообще-то картина так называемых приоритетов и ценностей людей, молодых людей, чтобы быть счастливыми, она будет выглядеть примерно следующим образом. Первое самое, приоритеты, да, ценность для молодого человека сегодня, первое место в шкале приоритетов – это деньги. То есть иметь хороший доход, иметь возможность зарабатывать хорошие деньги. Вопрос почему? Естественно, в этой жизни мы понимаем, что деньги, они решают многие вопросы. Тот, кто имеет деньги, сегодня у него есть получить доступ к получению хорошего образования, купить необходимые вещи, допустим, жилье, машину, обучить своих детей, получать на высоком уровне социальные, медицинские услуги и так далее. Да? То есть вот мы видим примерно так. Второе место в шкале приоритетов это среди молодежи это быть значимым, быть популярным, да? Я бы сказал, иметь успех, привлечь внимание к себе, быть первым везде, чтобы твое имя осталось. Да? Не так, чтобы прожить жизнь, чтобы о тебе никто не знал, чтобы быть посредственностью. Нет, а быть именно как бы как яркая звезда в жизни, сгореть, да? То есть дать свет, показать свое имя, себя, да, и так далее. Вот. Третье – это стремиться, как я уже сказал, к карьере. То есть это получить хорошее образование, это, естественно, хорошую профессию, иметь определенное положение в обществе. Определенное положение в обществе. Следующее – это четвертое – это внешний вид. То есть любая молодежь, она уделяет, почему это? Естественно, тоже уделяет большое внимание своему внешнему виду. То есть это хорошая одежда, модная одежда, всегда хорошо выглядеть и так далее. Да? Следующее, это, конечно, уже следующее идет, это безопасность личная, безопасность для здоровья, для себя, для близких своих, для семьи. И шестое место, это уже счастливый брак, чтобы найти вторую половину, да? Достойную, красавицу, жену, или сделать счастливым, чтобы брак был счастливым, было много детей и так далее. Вот. И только последнее, седьмое место, вопросы так называемой духовности в шкале приоритетов. Это нравственность, духовность и так далее. Да? То есть, я только скажу, вопрос, наверное, к нам самим. Да? Почему в реальности наша молодежь сегодня, она вопросы нравственности, духовности ставит почти в последний список в шкале приоритетов, да, своих в жизни, что должна добиться молодежь. Я так скажу, что жизни сегодня, когда мы живем в такой вот мирской суете, или так называемой в бытовой суете, то сегодня каждый думает, наверное, как в первую очередь обустроить свою жизнь, чтобы быть счастливым. То есть это в первую очередь помочь родителям, встать на ноги, купить дом свой, построить, расшириться, найти хорошую работу. Появляются дети, как поставить детей на ноги, да? То есть все это, конечно, сводится к естественным вещам, да? То есть мы хотим быть все успешными в этой жизни, счастливыми. Особенно молодой человек, конечно, задумывается это после того, как заканчивает, наверное, университет, а некоторые даже школу. Но я так скажу, что человек, в особенности молодой, любой национальности, любой религии, атеист, не атеист, любой, кто называется человеком, в любой точке земного шара, сегодня, во время в процессе глобализации, все проблемы одинаковы у всех. Все хотят одного и того же.
Быть счастливыми, построить, вот в понятии счастья, построить счастье, благосостояние, сохранить здоровье и так далее. Но я так скажу, что все вышеперечисленные так называемые приоритеты или стремления, к сожалению, они построены на очень хрупком фундаменте. Это фундамент материальный, если вы заметили, да? Здоровье, семья и так далее. Это все так называемый материальный фундамент, где духовность и вера, она как бы уходит чуть-чуть на второй план, и где есть желание своего «я», да? Желание просто. Дело в том, что, к сожалению, наша обыкновенная жизнь, каждого из нас, если вы не заметили, вот вы намаз почитали, пойдете домой и займетесь своими делами, проснетесь завтра для других дел. То есть вся наша жизнь построена так называемыми обыденными жизненными треволнениями, да, которые в основном ассоциируются у нас всего на 3 основных, можно сказать, направлениях у любого человека, простого обывателя, простого человека. Это богатство, слава и жизненные, чувственные наслаждения. В основном 3. Если их разделить вот так, если конкретно, да, машина, дома, золото, там, деньги и так далее, это все в богатство, слава, это стремление к власти, быть знаменитым, сделать что-то такое, чтобы ты остался в истории своего народа или своей страны, или своего общества, или хотя бы родственников, и наслаждение, соответственно. То есть наш разум, наши мечты, иногда и даже молитвы, к сожалению, да, я в целом говорю, они обращены к ним, к этим ценностям, и мы настолько иногда поглощены ими, что не можем даже размышлять о другом, да? То есть чем больше мы достигаем этих благ, тем больше нам хочется. Почему? Потому что наши желания бесконечны. Аллах создал нас такими. Наша душа, она вечна. Поэтому наши души созданы для рая. В понятии того, что в раю только можно всегда все больше и больше желаний, и на каждое желание есть удовлетворение. И оно растет по растущей в неизвестность, в бесконечность. И здесь, находясь, имея бренное тело, наши желания вечны. То есть, достигая чего-то, мы не останавливаемся на этом. Мы хотим еще больше, еще лучше. То есть, нам хочется увеличить это все, да? Наслаждение и состояние и так далее. Я так скажу, что с другой стороны, наши наслаждения или желания, они неисполнимы почти. Когда они не исполняются, потому что не все желают, правильно? Все самого лучшего и так далее. То есть, получается конкуренция желающих иметь все и вся, миллиарды, а достигают и единицы. И единицам этим все равно этого мало, правильно? И получается так, что большинство все равно в конце оказывается в чем? Оказывается так, что не все могут быть счастливыми в понятии мирского. Не все могут иметь свои дома, не все могут обучать своих детей в Кембридже, в Гарварде. Не все могут каждый день есть бешбармак там или так далее, или позволить себе что-то, да? Правильно? Единицы. И поэтому это все неудачи, они, как бы наши надежды, они не сбываются, да? И эти неудачи иногда ввергают нас в глубокую печаль, и мы начинаем ощущать, что мы несчастны. Я вам раскрою простой секрет. Есть такое кельме, мы все знаем, да? Ля иляха илляллах. Нету божества, кроме вечного, единого, достойного поклонения единого Аллаха. На самом деле этот ключ, он раскрывается как формула, как химическая или как математическая формула. Вот такая формула, но она раскрывается очень глубоко в том плане, что «ля иляха илляллах» означает «все на земле» — это созданное, кроме Создателя. И человек сам, он создан из костей и крови, да, плоть.
но у него вечная душа. И мы хотим вечно жить, мы хотим вечно любить. Наша душа вечная, и поэтому у этой вечной души есть вечные желания. Всегда. Мы не хотим умирать. Один поэт сказал: «Все умирает на земле, и в море, но человек суровее осужден, он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден». Вы понимаете суть? В том плане, что это все дунья, она приходящая. И когда мы свою любовь, которая дана, вечная любовь, которая дана для того, чтобы мы нашли правильный адресат поклонения Всевышнего вечного Аллаха. Эта любовь, значит, принадлежит кому? Всевышнему Аллаху. Когда мы эту любовь вместо правильного адресата поклонения и любви Всевышнему Аллаху, вечную любовь к вечности, отдаем на что? На невечное, на окружающий мир, то, что приходящее и бренно, то мы вынуждены что? Понимать, что рано или поздно мы умрем. Мы любим своих детей, но знайте, что вы расстанетесь с детьми рано или поздно. Вы любите своих отца и мать. Знайте, что вы расстанетесь рано или поздно, потеряете своих отца и мать. Вы любите окружающий мир, эту природу, но знайте, что вы расстанетесь. Вы любите свою вторую половину, рано или поздно вы потеряете кого-то из них. Все. Поэтому человек осужден, если он неправильно направляет свою вечную любовь к вечному адресату поклонения, к Всевышнему Аллаху, он при жизни обречен на печаль, великую печаль. Что такое великая печаль? Когда ты знаешь, что ты теряешь все. И ты для чего живешь? Смысл жизни. Нас разум, я еще раз скажу, понимает это, да? Но душа, она не хочет, не принимает это. Поэтому я так скажу, что понятие счастья, иногда мы думаем, что такое счастье. Некоторые даже философы, я говорю о том, что люди, философы, это не те, кто сразу заблуждает и заблудился, а те, кто думают, стараются рационально, с помощью разума постичь или найти истину. Да? Древние ученые, они тоже поднимали вопрос о существовании Всевышнего Аллаха. Тот же Платон, Сократ, Аристотель, они говорили о Всевышнем Аллахе, об едином Аллахе, но не знали, как его назвать. Они говорили Всевышний разум, абсолют. Тот, кто создал нас, великая душа, бессмертная душа и так далее. Да? И вот здесь Сократ, интересно, сказал, что может быть счастье, определял счастье. Счастье – это не цель, а счастье – это сопровождение к цели. Когда вы, это чувство, да? Когда ты видишь или делаешь добрые дела ради высшей цели и несешь окружающим благо, делаешь их радостными, счастливыми. Примерно так, да, звучит? И я так скажу, к сожалению, мы чаще всего в этой суете мирской забываем самое главное – заботиться о своей душе. Именно ставить вопрос еще раз. Даже верующие, смысл нашей жизни в чем? Понимаете? И поэтому наш пророк Мухаммад ﷺ рекомендовал после определенного запрета, рекомендовал, наоборот, посещать могилы, кладбища. Потому что, когда человек входит в дунья, он забывает все. Его съедает текучка. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инналь инсана филь кабат». Поистине человек в суете, находится в суете. То есть он живет в суете. Вы заметьте, посмотрите, 24 часа, поделите их, чем вы занимаетесь. Мы занимаемся бытовыми вопросами, суетой. Потому что без этой суеты мы не сможем жить дальше.
Мы должны готовить детей в школу, в садик, мы должны думать, как заработать, как что-то сделать, кому-то в гости входить, кого-то навестить, где-то отдохнуть, ну и так далее и тому подобное, да? Вот. И самое главное, мы забываем ставить вопрос, в чем суть, цель моей жизни? Зачем я живу? Какая моя роль? Какая миссия? Иногда мы так погружаемся в свои бытовые иногда проблемы, что иногда просто жизнь проходит. Вы заметили, как быстро жизнь проходит? Она проходит, это один из признаков киямата, конца света. Когда наш пророк, саллаллаху сказал, один из признаков света, когда то, что должно было произойти, допустим, за месяц, происходит за неделю. Что за неделю, за день. То, что за день должно произойти за час. То, что за час, он как тлеющий уголек. Настолько быстро время проходит. И мы не понимаем, как проходит жизнь быстро. От джума до джума проходит время. И в этой суете еще больше проблем сегодня. Экономические, надо кормить семью и так далее. Настолько быстро время проходит, что мы просто не успеваем опомниться, не успеваем задать себе вопрос. Основной вопрос в жизни, который каждый должен всегда задавать, будучи даже верующим. Зачем я живу, что я сделал? Да? Для ахира. И мы так погружаемся в эти проблемы, но знайте, эти проблемы, они никогда не закончатся. Сколько вы будете жить? 1000 лет, 1 000 000 лет. Все равно вы будете филь-кабат. Инна линсана филь-кабат. Поистине человек в суете, погрязь в суете. И он из нее не выйдет. Вот. Я так скажу, что иногда встречаюсь, когда с людьми уже более преклонного возраста, с разными людьми. Не только в Кыргызстане, в разных концах света бывает. И когда с ними начинаешь разговаривать, то многие даже вот в конце жизни начинают признаваться, говорят, вы знаете, а жизнь, как она быстро пролетела. Один вот 88 лет, да, его уже нет человека, Аллах ярхамуху, знакомый, мне вот так сказал, говорит, я прожил долгую жизнь, 85 лет, да, кажется, 85, 86, 87 лет, ну, приблизительно. Но для меня это как будто полдня или день, или как будто сон. Настолько быстро. И если я сейчас сяду и начну вспоминать свою всю 85-летнюю жизнь, то мне хватит 15 минут. Все. Вот. И многие из них добились многого, да? И статуса, положения, ученых званий, материальных каких-то благ, карьера, да? Вот. Но без высокой цели, без смысла, да? Без духовности, и я бы сказал без высшего идеала, у них не было в душе мира. В душе у них не было мира. Когда один на один они говорят, что мы, жизнь, как будто она потеряла смысл в конце. Я просто жил ради того, что жил. Просто надо жить, пока не придет смерть. Смысл. Поэтому я так скажу, что многие люди иногда нарушают баланс, гармонию между духовным и материальным. Потому что ислам – это есть золотая середина, это есть гармония, которую дал Аллах Субхану ва Тааля в сердце, мир. Гармония между двумя мирами, между духовным миром и между материальным миром, потому что мы созданы так. Человек родился на фитре. Фитра означает, что он родился таким, каким он родился, каким он создан Аллахом Всевышним на этой земле. То есть мы должны, помимо удовлетворения своих жизненных потребностей, которые даны с телом, мы должны есть, жить, отдыхать, любить, жениться, радоваться, да, благами этой жизни. Но одновременно мы должны не забывать ахира, вспоминать Аллаха, готовить в этой жизни семена, сеять на жизнь грядущую, на жизнь, для жизни вечной. Как только человек нарушает свою фитру, а ислам это есть фитра,
Ислам – это есть фитра. Потому что все пророки приходили с исламом. Как только человек нарушает ислам и нарушает свою фитру, то начинается изменение сути человека, изменение, искажение религии полностью. То есть, когда человек бросает духовное, уходит чисто в материальное, в дунья, даже оставаясь мусульманином и читая намаз. Когда его сердце, заметьте, сердце, когда привязывается к дунья, то в сердце появляется илях. Илях это есть. Ля илляха илляллах. Нету божества, кроме истинного Аллаха, Создателя Вселенной, всего сущего. Поэтому, когда человек в сердце любит дунью, то у него в сердце появляется идол. Не думайте, что идол – это какой-то рисунок, скульптура, которым человек поклоняется. Идол – это абстрактное понятие. Абстрактное понятие идола может быть доллары, деньги. Но эти деньги не вживую деньги, что их надо сжигать. Нет, деньги нужны, мы на них покупаем. Мы их копим, чтобы на них что-то построить мечеть, или обучить детей, или покушать купить, обустроить свою жизнь. Нет, а именно любовь к ним, к деньгам. Вот здесь илях. Есть люди, которые читают пятикратный намаз, но в душе, в сердце у них идол. Они поклоняются Аллаху. Но их поклон – это как зарядка. Потому что сердце, оно привязано. Каким образом? Когда реально касается беда или какое-то испытание, он полагается не на Аллаха, он полагается на деньги. Почему? Потому что деньги решают все. Если у меня будут доллары, я куплю себе здоровье, я исправлю то-то, то-то. Вы поняли? Между тем, как в исламе деньги нужны. Но деньги – это всего лишь инструмент достижения, а не самоцель. Это не является Богом. И вот здесь вот, когда мы нарушаем закон, баланс, то это все приводит нас к разочарованию, к великой печали в этой жизни. Наказание в этой жизни, Аллах Субхану ва Тааля говорит, и наказание ими, когда подготовили их руки. Наши руки делают это. В понятии, когда мы сами себя обманываем, когда мы вводим себя в заблуждение. Именно путем ложного представления вещей некоторых, да? И я так скажу, есть такая пословица мудрая, я ее прочитал давным-давно, но она очень мудрая. Это шумерская, цивилизации этого народа нет, на территории Ирака раньше было. Она говорится так, звучит. «Плывущий по течению реки вернется пыльной дорогой». Простые слова никто не понял, как я вижу. Но на самом деле это очень глубокий смысл. Это означает, если отпустить себя на волю случая и удачи, если себя вы отпустите на волю случая и удачи, не иметь конкретной в жизни цели, в жизни, просто быть как бы заложником определенных событий, да? Просто жить ради жизни. Вот есть такие люди, знаете, да, которые просто живут. Им все равно. Они просто живут. А что мучиться? Что там это? Я просто живу. Вот я исполняю свой долг, я никому зла не делаю, я просто делаю свое дело, я вращу детей, создаю семью, просто живу, да? Вот, проживая свои годы, как говорится. Если такой человек просто живет и не пытается изменить свою жизнь и жизнь других, не пытается идти против течения. А вы знаете, что такое течение в жизни? Это когда вот сейчас большинство, вы видите, в целом в жизни, мы говорим, нету справедливости. Ее реально нету. Ее нету. Но человек, именно на человека возложена, на верующих, ответственность за несение словом и делом, попытка исправить, сделать жизнь на этой земле счастливее, лучше. Понимаете? Когда мы не стремимся изменить положение в хорошую сторону, к лучшему, эту жизнь на земле,
Потому что за нашу попытку, действие или бездействие мы будем отвечать в судный день. Потому что там справедливость. А здесь, если несправедливость, то мы что должны? Менять, образование получать, бороться с бедностью, допустим, да? Если кто-то обманывает, на правильный путь стараться поставить что-то. Не жить только для себя, а жить как бы для окружающих, для общества. Как один из видов поклонения Всевышнему Аллаху считается поклонению, служение народу или тому обществу, в котором ты сейчас живешь и находишься. Если ты не делаешь, то ты вернешься к началу, к нулевой точке отчета. Плывущий по течению реки вернется пыльной дорогой. Это означает, что ты придешь к нулевой точке перед своей смертью или перед тем, как ты поймешь это. Что ты, оказывается, прожил жизнь зря. Ты ничего не сделал. Ты вернулся пыльной дорогой. И поэтому в современной молодежи сегодня очень важно сегодня для нашей молодежи дать правильные ориентиры, правильные основы для развития, для более правильного понимания действительно сути, цели ислама. Потому что много существует так называемых стереотипов, да? Вот. Почему? Потому что по телевидению, в интернете, в фильмах даже, везде идет сильнейшая пропаганда, да? Пропаганда ложных ценностей, так называемых стереотипов. То есть это пропаганда в основном так называемой философии потребления, consumer, да? Принимать. Пропаганда эгоизма. Это для меня, это я, это мне. И поэтому данная пропаганда, она выстраивает или создает ложные цели или ложные ценности, так называемые. Первая ложная ценность, так называемая ложная ценность, ты живешь в этой жизни всего лишь один раз. Понятно, да, к чему я говорю? То есть молодежь сегодня так думает. Для молодежи все фильмы, вся пропаганда, одна из пропаганд выстраивается и призывает к тому, что в этой жизни ты живешь один раз. И еще неизвестно, что будет на том свете. Есть ли та жизнь после смерти или нет, никто не знает. Ведь никто не возвращался с того света. И поэтому, если ты живешь один раз в этой жизни, то живи ее ради себя. Не трать время на родителей, не трать время на какие-то еще. Живи своей жизнью ради своего удовольствия. И поэтому здесь сразу вкладывается так называемый эгоизм. Жить только ради себя и для себя. И поэтому, если вы заметили, современная молодежь, сейчас если много, вот, например, в том же Инстаграме, да, например, и так далее, больше мы показываем самих себя. Я и моя собака. Я и моя семья. Я и моя работа, к примеру. То есть все крутится только вокруг меня, потому что это мне, это для меня. Этот мир для меня. Я должен потреблять этот мир. Родители мне нужны, покуда они взращивают меня, от них есть польза. К примеру, эта философия очень развита, она, в принципе, понимание жизни, она по-другому, конечно, звучит, но в основном в странах Запада мы сталкиваемся с тем, что сами даже родители говорят, мы не хотим быть обузой для детей. Пусть они живут для себя, а мы для себя. Примерно так. Поэтому вот эти ценности, они формируют культуру, они формируют наше поведение. Телевизор, фильмы, я имею в виду, музыка сегодня современная, да, например, слова ее, какие-то клипы и так далее. Все это формируется через моду, современную моду, поведение. Это все есть субкультура, молодежная культура, да, поведение. Это ценности. Вот. Поэтому, если ты живешь один раз в этой жизни, молодежи так формирует идею, там, возможно, ничего и нет, поэтому ты должен жить для себя. Поэтому иногда мы, даже мусульмане, читая намаз, мы иногда погружаем свои мысли во время намаза и, к сожалению, о роскоши, о деньгах. То есть
молитвы иногда наши превращаются в своего рода как бы в механизм, да, занятием, да, на самом деле как зарядка. Но реальная духовная часть, она начинает постепенно заменяться сухими обрядами, сухими ритуалами. К сожалению, мы сталкиваемся сегодня с тем, что у многой молодежь, даже мусульманская, она попадает под влияние современной, так называемой массовой культуры. Почему? Потому что, к сожалению, духовная часть ислама, она в меньшей степени сегодня доводится до молодежи. В большей степени мы доводим до населения, до мусульман вопросы обрядово-ритуальной стороны. Как читать намаз, харам, халал, это очень нужно, вопросы шариата. Но суть, основа. Я приведу пример. Вопрос, почему был ниспослан Иса, алейхиссалям, Иса ибн Марьям, Иисус, как пророк и посланник к Бану Исраил, к сынам Израиля. С чем он пришел? С шариатом? Нет, он не принес новый шариат. Шариат так и остался иудейский. Он принес смягчение религии, он принес дух, рух, дух в религию. Потому что к тому времени иудаизм стал превращаться и превратился в сухие обряды. Асбахашей джаф, джафиф, да? Такой сухой, бездушный, да? Жесткий. Обряды, набор правил, запретов, харам, халал и так далее. И в то время верующие иудеи делились на различные группы, так называемых. И даже в Евангелии, да, в Инджиле есть упоминание о фарисеях и саддукеях. Да? Саддукеи – это выбранная так называемая элита из определенного рода племени, да, из Бену Исраил, которая как бы входила в элиту, духовную или религиозную элиту иудаизма. Да? Они всегда жили при храме. Они только контролировали храмы и синагоги, храмы. Из этого получали деньги, да? В основном они были такие, как бы сказать, близкие к властям римским, да? Но это в основном самая духовная элита, которая только была зациклена на получении прибыли, да? Избранные, так называемые каста молдолор, да? Или жреческие, жрецы их называли, да? Вторая часть их называли фарисеи. Это основная масса верующих, но среди них именно религиозная самая масса, но эта масса в основном, она не масса, а в основном религиозное течение, группа, которая очень сильно зацикливались на мелочных, на детальных вопросах иудаизма. То есть является ли вынесенное курицей яйцо в субботний день халалом или харамом, да, они спорили, с пеной у рта. Но в вопросах духовности, морали в основном речи не шла. Поэтому фарисейство иногда, это в современном языке, означает как бы такое религиозное, так называемое в кавычках, лицемерие, да? Когда сверху у нас есть внешний вид ислама, религии, борода, хиджаб, допустим, намазы, все, да, мы вот когда видим, кто-то смотрит намаз, что мы читаем, мы начинаем более так богобоязненно читать намаз, да? Когда люди смотрят, мы дольше читаем намаз, да? То есть такой вид. Но внутри у нас совсем другое. Это фарисеи. И вот по этой причине сегодня, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что во многих мусульманских странах, даже в арабских странах, сегодня очень сильный интеллектуальный и духовный кризис. Но кризис не ислама. Кризис не ислама. Кризис мусульман. Кризис уммы. В том плане, что сегодня очень сильнейший кризис. Об этом мы будем в позднейшее время изучать, почему происходит, как уйти от этого и так далее. Но вторая ложная истина,
среди молодежи, пока ты молодой, получает в жизни все. И первое, если ты живешь один раз в жизни, ты всего лишь живешь один раз. Вторая ложная истина: получает в жизни все, пока ты молодой. То есть эта ложная истина, можно сказать, снижает или уничтожает у нашей молодежи ответственность. Потому что я должен получить от жизни все. Попробовать все. Потому что, после 40 лет, потом, может, намаз буду читать, но сейчас я могу делать все, и потом время бежит, у меня молодость дается один раз, я должен, как говорится, все это получить сполна, максимум всего. И поэтому вот эта вот ложная истина, стереотип, он сбивает нашу молодежь. Второй момент – это не думая о последствиях. Потому что если после меня хоть потоп, живи для себя, не думая о других. После меня хоть и потоп, не думая о последствиях. И следующая ложная истина: деньги решают, и сила, и власть решают все. В реальности мы видим на земле, в жизни, если у человека нет денег, вас не будет лечить нормально. Если у вас нет денег, вас не могут похоронить нормально. Потому что иногда за землю даже на кладбище надо платить. Если у вас нет денег, то у вас не примут роды у вашей жены нормально. Вы умрете. Если у вас нет денег и у вас сильная болезнь, вам не будут делать операцию. Если у вас нет денег, вы не сможете устроить своих детей в хорошую школу. Если у вас нет денег, то вы не сможете просто оплачивать за свет. Вы не сможете оплачивать за квартплату. Не сможете, как говорится, дальше развивать своих детей. У вас нет будущего. Поэтому сегодняшняя молодежь, она смотрит, что деньги и сила, власть, связи решают все. И мы видим в реальности, что настолько большая конкуренция, и что среди молодежи есть очень много тех, кто чувствует несправедливость очень остро. Потому что не вся молодежь имеет связи, не вся молодежь имеет богатых родителей. И получается вот такой дисбаланс, который влияет на то, что если сила и деньги решают все, то в этой жизни ты должен быть волком. То есть это означает, что ложная истина, цель оправдывает средства. Стремись к своей цели любым путем. И поэтому мы сегодня в обществе видим, когда мечети и медресе строятся на деньги, которые, возможно, могут заработаны харамом. Потому что мы не спрашиваем о деньгах, как заработаны. Деньги не пахнут. Поэтому мы сегодня сталкиваемся с лицемерием. Лицемерие – это означает, что мы обманываем сами себя. Мы хотим обмануть Аллаха, мы хотим обмануть свою совесть, но мы не можем обмануть сами себя. Мы же принимаем деньги. Айляджок, вот это слово кыргызское, айляджок, это оно самое такое, как распространенное. Знаете, кто хочет стремиться к чему-либо, он ищет возможности. Но тот, кто не хочет, он ищет причины. Понимаете? Причин много. Причин, мы бедно живем. Причина, надо построить дом Аллаха, мечеть, чтобы там молились люди. Это же хорошая причина, правильно? А другой никто нам не даст, к примеру. И поэтому настолько вот так все свелось, что мы сегодня не знаем, где истина, а где ложь, где правда, где зло или добро. Любое зло сегодня, оно оправдывается, его можно оправдать причинами. Любую истину мы можем затушить, исказить фактами. Поэтому это время испытаний, время даджала. Что такое время даджала? Это означает время лжи. Когда мы не можем определить. Время фитны, вы не можете определить, где истина, где ложь.
Поэтому я так скажу, что окружающий мир, он жесток. Но жесток не потому, что его создал таким Аллах, субхану ва тааля, а жесток, потому что в этом мире есть люди под названием, животные, хищники под названием человек. Если человеком не движет совесть и вера, если человеком не движет разум, исходя из совести и из веры, то человек превращается действительно в животного, превращается в очень опасного хищника, где эта жизнь тогда становится джунглями, и человек человеку не брат, а человек человеку волк. Сегодня мы видим в нашем обществе, в мировом масштабе даже, да, человек человека воспринимает как человек человека волк, примерно так. Я хочу сказать о том, что если мы посмотрим сам Коран, то в самом Коране слова «счастье» нет такого понятия. Ни одного слова нет понятия счастья, да? В понятии дунья, жизни. Потому что настоящее счастье считается в жизни загробной. Но что тогда в этом мире есть? В этом мире в Коране есть определение как довольство, стремление к довольству Аллаха субхану ва тааля. То есть гармония, баланс в этой жизни достигается именно когда мы правильно начинаем поклоняться Аллаху субхану ва тааля, правильно направлять вечную любовь. Если мы направляем Всевышнему Аллаху вечную любовь и через призму этой любви начинаем любить своих близких, своих детей, окружающий мир, то это есть именно правильный подход, согласно исламу. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, что Он создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись Всевышнему Аллаху. Я так скажу, что в Коране Аллах субхану ва тааля говорит, вот я такой момент приведу, где жизнь на земле, она является как бы временной, да, временным уделом. И Аллах субхану ва тааля говорит: знайте, что эта мирская жизнь всего лишь игра. Лябун – это игра. Украшение, зина, да, и похвальбы между вами, а также стремление обрести больше богатства и детей. Это в хадид, сурат аль-Хадид, 20 аят. Что это означает? Аллах субхану ва тааля распределяет нашу жизнь согласно нашей фитре, как Он создал нас. То есть, смотрите, детский возраст, да, приблизительно, детский возраст. В исламе тоже есть детский возраст, есть возраст, потом рушд называется, с 25 лет. Детский возраст называется игра, Аллах субхану ва тааля называет игрой. Вся человеческая жизнь, она делится на периоды. Детский возраст – игра. Если вы заметили, ваши дети, они в основном, вся цель жизни – это играться. Игра, да? Развлечение. Вот. Ребенок, он все свое время проводит в играх. Затем идет подростковый возраст полового созревания. Вот это половое созревание, оно называется заинтересованность самим собой. Это тело, красота. Все подростки, они смотрят на себя в зеркало, там, прическу делают, да, например, как он выглядит со стороны, его имидж, чтобы понравиться другому, чтобы он выглядел хорошо, свое тело и так далее. Поэтому все подростки в основном заняты зина, украшением. Как украсить себя, да? Следующий возраст, средний, уже от 25 лет, начинается, когда человек начинает входить в понятие рушд, да? То есть постепенно созревание уже, как мужчины и так далее. То есть он начинает уже стремиться к созданию семьи. Он начинает достигать определенных целей, да? И после того, как он достиг своих целей к 40 лет, это называется похвальба между вами и стремление обрести больше богатства и детей. Посмотрите, к 50, к 40 лет вы начинаете с друзьями собираться и друг другу показывать, какого вы достигли. У меня машина, был джахши, был мудай, джахши уже как встал на ноги, да? Он уже, все имеет, например. Заметили? А уже чуть больше возраста вы начинаете хвастаться друг перед другом своими детьми и богатством. Что вы пришли? Вас оценивают не за иман, не за что-то,
ал қандай киши? Мындай, вот жақсы, вот все есть у него. Балдары, Құдайға шүкір, жақсы, өсіп атат, там, в университет поступил, он обучил своих детей, он своих детей на ноги поставил. Он своего сына устроил туда работать, деген, да? Вот. То есть это есть Аллах Субхану ва Тааля, описывая нашу жизнь, говорит на периоды, да? И там же повторяется, да? Аллах Субхану ва Тааля говорит именно о том, что но жизнь вечная, она лучше. Да? Инна газихиль хаяту дунья. Поистине, это ближайшая жизнь, всего лишь ближайшая жизнь, бренная, проходящая, да? Валь ахирату хайру ва абка. И жизнь вечная, она лучшая, она вечная. И это было в списках Мусы и Ибрахима, алейхиссалям. Инна гада ляфи сухуфи уля, сухуфи Ибрахима ва Муса, да, идет. То есть вот это важно знать. Итак, на чем строится ислам на самом деле? То, что мы говорили сейчас для молодежи, это не значит, что мы критиковали современную молодежь. Нет, мы только изменяем приоритет, чуть-чуть изменяя фундамент. Смотрите, истина номер один. И ты живешь на этой земле один раз. Правильно было? Здесь мы в Миняме говорим, ты на земле живешь всего лишь один раз. Но этот один раз ты проходишь экзамен для вечной жизни. Все, смысл понятен. Ты живешь на этой земле один раз, как испытание, это жизнь, имтихан. В сурату Табарак Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази халакал маута валь хаята лиябулувакум айюкум ахсану амаля». И Он тот, который создал ближайшую эту жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям. Понятно? Все. Лучше по деяниям, кто из нас. То есть эта жизнь некий экзамен, испытание, где в этой жизни, как вы будете себя вести, как вы будете верить, что вы будете делать, это все вы готовите на ахира с собой, на тот свет. Поэтому эта жизнь, это всего лишь временный удел. Но этот временный удел мы должны жить, не значит, что бросить всю дунья, уйти в пещеру, не работать, не жить. Нет, наоборот, трудиться в этой жизни, зарабатывать путем рызка, халал, чтобы рызк был, халал должен зарабатывать, да, чтобы барака пришел в этот рызк. Вот. И человек сам, согласно исламу, является венцом творения. Смотрите, для кого создана эта жизнь? Для человека и для джиннов. Для кого создан рай и ад? Вечный рай и ад. Для кого? Для человека и для джиннов. Для кого создана вся вселенная? Для человека и джиннов. Кого Аллах испытал? Адам, алейхиссалям. У кого Аллах Субхану ва Тааля взял до создания миров ахд. Ахд – это завет, клятву, шахаду первую. У кого взял? У человека, у всех душ наших. То есть наши души до создания Адама, до создания всей вселенной, времени, все пространство, Аллах Субхану ва Тааля собрал все наши души. И все души засвидетельствовали: «Ля иляха илляллах». Да? Нету Бога, кроме Всевышнего Аллаха. То есть это все есть вокруг нас, это все создано ради нас. Почему? Почему Аллах любит нас? За что? Почему Аллах любит нас и хочет, чтобы мы спаслись, попали в рай? Почему Он не оставил нас, когда Адам, алейхиссалям, с Хавай, алейхиссалям, съели яблоко запретное и были изгнаны из рая? Почему Он посылал пророков постоянно, и до последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на то, что люди убивали пророков своих, Аллаха? Когда в Тайфе люди изгоняли нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, почему Аллах не наслал бедствия? Вопрос риторический, но на него есть ответ определенный. Потому что человек является венцом творения. У человека две сути. Животная нафс и душа вечная. Душа вечная. Аллах создал нас с душой вечной, своими руками. Есть отличие. Аллах создал рай и ад, сказав кун фаякун.
будь и стало, а человека создал своими руками. Отличие большое. Потому что каждый из вас, когда будет смотреть в зеркало, посмотрите на себя в отражение, кто вы. Вы, каждый из вас, неповторим. Нету другого человека ни в истории, ни в будущем не будет похожего на вас. Поэтому отпечатки пальцев у каждого индивидуальны. Зрачки индивидуальны. Почему Аллах любит нас? Это очень большой вопрос. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, почему суры Корана, кроме одной единственной суры Тауба, все начинаются со слов «Бисмиллахи рахман рахим». Вопрос к вам. Почему? Во имя Аллаха милостивого, милосердного, а не во имя Аллаха наказывающего, грозного. Или вот, допустим, аят я вам приведу, хадис. Хадис عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفروا لله فيغفر لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول сказал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: клянусь тем, в чьих руках моя душа. Если вы прекратите делать грехи, то Аллах поменяет вас и приведет другой народ, других людей, которые будут совершать грехи и будут просить Аллаха прощения. Чистая тауба будет просить. И Аллах будет их прощать. Как понять это? Настолько глубоко это, да? Это обращено к Бени Адаму. И все хадисы, Коран, если вы читаете Коран, то это обращение Аллаха Субхану ва Тааля. И где Аллах Субхану ва Тааля в хадисе Кудси обращается: «О сын Адама, я удивлен тому человеку, который убежден в том, что он смертен, но радуется. Удивляюсь тому, кто убежден, что он будет отчет, но собирает богатство. Удивляюсь человеку, который убежден в том, что его ждет могила, но смеется. Я удивляюсь тому человеку, который убежден в наступлении судного дня, однако он беззаботен. Удивляюсь тому человеку, который убежден в скоротечности мирской жизни, но спокоен. Я удивляюсь тому человеку, у которого знания на языке, а не в сердце. В то время, как он я и не в сердце. Удивляюсь тому человеку, который сверху очищается водой, в то время, как он не чист душой и сердцем. Я удивляюсь тому человеку, который озабочен недостатками других людей. Недостатками других людей. И невнимателен к недостаткам своей души или тому человеку, который знает, что поистине Всевышний Аллах смотрит на него, но он не повинуется ему. И удивляясь тому человеку, который знает, что он умрет один, войдет в могилу один, будет давать отчет один, однако он ищет радости в людях. Поистине нет божества, кроме меня, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мой раб и посланник. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине в теле человека есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим всего человека, всего его тела, а будучи негодным, приводит в негодность все тело. И поистине этим кусочком является сердце. Это очень важный момент, на который надо обратить внимание, потому что пока ты молодой, ты должен совершать больше хороших дел. Наоборот, молодость дана Аллаху Субхану ва Тааля для того, чтобы испытать нас, кто из нас лучше в деяниях. Не когда мы старые станем, а когда молодые, когда у нас есть сила, энергия, мы готовы изменить. Почему молодые? Почему обращение к молодежи? Потому что молодежь – это будущее. Сегодня как молодежь, как получает образование, как она относится к окружающим, да? Она полностью является
будущем, можно сказать, ислама. Я так скажу, что довольство Аллаха можно заслуживать не только же через намаз, розо, это для вас, потому что это для вас, для каждого личное дело. Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, намаз, розо, Он спросит о вас каждого, или простит, или спросит, это ваше отношение с Аллахом, называется хукукуллах, права Аллаха, да? Но есть также права, называется хукукуль айбад, права других, общества. И молодежь сегодня должна больше внимания уделять не только личному, как сказать, интеллектуальному, духовному росту, а именно деятельности среди общества. Потому что не только поклонение мы приближаемся к Аллаху, в принципе, поклонение как орозо, намаз, а через творение благих дел в обществе, социальной деятельностью, помощью ближнему, слабому, бедному и так далее, даже если мы обучаем кого-то. Поэтому понятие «амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар» – призыв к одобряемому, да? И порицание запрещенного, оно есть стержень жизни этой уммы. Если молодежь сегодня, она не делает это, то общество, оно мертвое. Мертвое. Оно без души. То есть религия наша, она останется в книгах, но в обществе не будет духа ислама. В умме, среди мусульман, общество живое, ислам есть тогда, когда оно делает поступки, а не только языком. Поэтому чувство ответственности, самое главное, да, среди молодежи. Не шевельнется, наш пророк ﷺ сказал, не шевельнется раб в судный день, пока не ответит на 4 вопроса. На что потрачена жизнь? На что потрачена молодость? Как он приобрел имущество в этой жизни? И на что оно потрачено, это имущество? А также, как он поступил со знаниями? Сегодня, наверное, большая проблема – это в неправильном понимании приоритетов. Деньги и сила, и власть – это всего лишь инструмент в исламе, но нужный инструмент. Я не призываю отказаться от денег или сказать, что деньги – это зло. А сам между этим у меня банк есть, счет, или там квартиры покупаю, деньги коплю и так далее. Это лицемерие будет. Нет, деньги, они нужны, их надо копить, но их надо правильным путем зарабатывать, честным путем, и правильно их тратить. Деньги не являются моей целью. Цель – довольство Аллаха. Но я хочу быть богатым. Стремитесь быть богатыми, чтобы было меньше бедности. Потому что бедность – это порок. Это сильнейший порок в исламе, с которым надо бороться. Потому что бедность является причиной многих грехов. Не все мусульмане сильны иманом. Основная часть – авам называется. Авам – это те, кто остался у вас дома. Ваши родители, близкие, кто сейчас на улице ходит, все они же мусульмане. Все мусульмане, хоть и не читают намаз. Но они мусульмане. Авам. Многие авам всегда так было. Они чуть слабы иманом. Даже во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были те, кто совершал зина, были те, кто употреблял спиртное, были те, кто во время 4 праведных халифов делал преступления. Были племена целые, которые уходили из ислама и возвращались целыми племенами. Это называется авам, основная часть. Да? Это всегда так было. Не думайте, что и во время сахаба и так далее, все, что 100% все читали намаз. Были те, кто были слабы иманом. Это человеческие качества, как сказать, человеческий фактор. У кого-то сегодня сильный иман, у кого-то слабый. Иман, он вот так, да, идет? Вот. Но именно в этом суть, что мы должны понимать, что большинство людей сегодня, они нуждаются в знаниях, нуждаются в правильном понимании, да? И поэтому деньги – инструмент всего лишь. Их надо зарабатывать честным путем и не сидеть сложа руки, как некоторые думают, что если мне предписан рызк, то я могу не работать, это все придет. Это лицемерие. Это нифак. Что такое лицемерие?
Потому что этот человек, он все равно надеется, и он не работает из-за лени, он ложно верит, Аллах Субхану ва Тааля, он делает бухтан, наговор на Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах должен его кормить, с неба сыпаться каша манная каша. Такого нету, потому что человек должен работать.